Ну вот сейчас, тем не менее, вот я вот последнее время наблюдаю в абхазских соцсетях, очень активно говорится о том, что на границе, на Ингуре, с абхазской стороны фактически уже построен терминал, готовый там для как бы принятия грузов. Насколько вообще это реально? Я не думаю, что вот терминал просто без какой-то... Надежды, видимо, какие-то были у каких-то, наверное, бизнес-кругов или что-то. Мне кажется, что время просто уходит. Вот, когда, может, это и не понадобится. Вот, потому что дорога ложка к обеду. Если коммуникационная сеть Южного Кавказа развернется в восточном направлении, ну, потом интереса будет гораздо меньше. Потому что это серьезные инвестиции. Это не $1 миллион. Ну, господи, это же так просто легко тоже транзит. Даже если все политические проблемы будут сняты между Абхазией и Грузией, вот, это гигантский вопрос экономический. Кто инвестирует, на каких условиях, что нужно. У нас вот, допустим, в советские годы строили объездную шоссейную дорогу, но там стоят недостроенные циклопические сооружения. Это, я представляю, какие предполагались капитальные вложения в это дело. Сейчас это же ни Абхазия, ни Грузия такие траты не потянут. Это должен быть какой-то внешний инвестор, который заинтересован в эксплуатации этой магистрали через нашу территорию. То же самое, наверное, железное, это более легкий считается вариант, но туда тоже нужны инвестиции. Так что, мне кажется, абхазским властям тоже нужно в этом смысле проявлять инициативу, в том числе в публичной сфере. Они должны говорить, как они видят свое участие в этом процессе. Потому что официальная позиция абхазских властей на этот счет, она неизвестна. Может, она существует как-то кулуарно, но публично она не озвучена. А это нужно озвучить. На каких условиях абхазская сторона готова с этим вопросом работать. Или, может, она вообще не готова, мы не знаем тоже, мы просто говорим. Вот пока вот все так висит в воздухе.